Договор о сотрудничестве и партнерстве между Абхазией и Россией ущемляет суверенитет нашей страны, считают участники митинга партии Амцахара и ее сторонники. Тем не менее, они выступают за сохранение дружеских и равноправных отношений между странами. По мнению представителя партии Анри Джергения, власти надо было действовать иначе. Обнародование проекта договора российской стороны привело к накалу страстей и обострению российско-абхазских отношений. Прежде чем заявлять о своем намерении по подписанию договора, надо было его не вбрасывать явно неприемлемый текст договора в средства массовой информации. Властям следовало изучить текст, проработать его соответствующими министерствами и ведомствами Республики Абхазия и только после этого его публиковать. Абхазия становится иждивенцем, согласно этому договору, считают участники митинга. Сторонники Амцахара удивляются тому, что правительство единодушно поддерживает договор о союзничестве и партнерстве без учета его отрицательных оценок в обществе. Особенно отметили ораторы то обстоятельство, что по инициативе партии Амцахара договор заключен всего на 10 лет. Тем самым некоторые предложения партии были учтены. Некоторые предложения, представленные в ходе консультации представителями Российской Федерации, были учтены. Очень важно, что по нашей инициативе договор стал не вечным. В тексте сказано, что договор заключается сроком на 10 лет. Для нас также было очень важно, что этот договор будет не просто проеданием представляемым Россией финансовых средств. По имеющейся у нас информации, в процессе подписания будет официально подтверждено, что Россия будет оказывать нам помощь в развитии конкретной экономики, и что со временем мы смогли избавиться от иждивенчества и стать самодостаточным государством, содержащим своих граждан. Настоящий договор, несмотря на блага, которые он сулит гражданам, возможно скрывать в себе множество опасностей, считают представители оппозиционной партии. Многие из них понимают договор по-своему и говорят о вхождении Абхазии в состав России как уже о свершившемся факте. Я надеюсь, что люди и народ не будут смотреть на пенсионное содержание, которые говорили во время предвыборной кампании, значит, что 15 тысяч будет, зарплата будет 30-40 тысяч. Россия получает за 5-6 миллиардов Абхазию. Мы нужны России ровно столько, сколько мы нуждаемся в России. Не осталось без внимания выступающих и начатая правоохранительными органами работа по наведению правопорядка на улицах. Рейды, ОМОН и изоляторы, по словам ораторов, не свойственны Абхазии. Большую озабоченность вызывает ситуация, когда происходят непонятные вещи. Мы за порядок, мы за соблюдение законности, но заламывание рук, рейды в масках – это не свойственно нам. С 2004 года ни один президент не позволял себе разрешать сотрудникам правоохранительных органов проводить свою работу с закрытым лицом. Вот хочется, чтобы на это тоже обратили внимание. Поголовные рейды, остановка машин, привод молодежи без разборов в изоляторы и так далее, и так далее. Заслушав все выступления, участники митинга приняли резолюцию. Первое. Осудить методы и процедуру работы исполнительной власти над разработкой и принятием жизненно важных для нашего государства и народа документов, таких как обсуждаемый договор. Второе. Выразить недоверие президенту и правительству Республики Абхазия, представивших для подписания в МИД Российской Федерации проект договора, ущемляющий суверенитет Республики Абхазия. Третье. Предложить президенту Республики Абхазия Хаджимба привлечь
последующей работе над отраслевыми договорами представителей оппозиционных политических партий и общественных организаций. Последний, 4-й пункт резолюции стал самым ультимативным. В случае невыполнения требований участников митинга партия Амцахара оставляет за собой право обратиться к народу для решения вопроса о возможности продолжения президентом и правительством республики в дальнейшем руководить страной, говорится в резолюции. Астандартзенба, Науран Квап, Абаза ТВ.